Церемония официального представления временно исполняющего обязанности главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. В связи с заявлением главы Республики Саха-Якутия Борисова Егора Афанасьевича о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом В пункта 1 и под пунктом А пункта 9 статьи 19 Федерального закона об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти Борисова Егора Афанасьевича по собственному желанию назначить Николаева Айсена Сергеевича временно исполняющим обязанности. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, Москва. Конечно, есть люди, которые пытались выяснить для себя, что произошло, как произошло. Я всему народу Якутии об этом уже объяснил. Во-первых, о том, что сегодня в Российской Федерации избран на новый срок президента Российской Федерации. И при этом мы должны понимать, что поставлены очень жесткие, амбициозные задачи развития страны, и при этом прорывные задачи. И мне было бы некорректно, если еще оставался на какой-то определенный срок, а потом уже на полпути как бы подключался новый руководитель и начинал там по тем решениям, которые в прошлом приняты, работать было бы сложно. Поэтому Айсен Сергеевич, который сегодня приступил к исполнению своих обязанностей, мы считаем, что именно новый руководитель должен подключиться, разрабатывать, участвовать в программных решениях, которые будут приниматься в целом по стране. Тем более президент определил, что Дальний Восток – это приоритет в 21 веке. И, соответственно, нужно делать так в интересах республики, в интересах Дальнего Востока, чтобы руководители, которые работают, они уверенно чувствовали прямо с первых дней при реализации этой задачи. Вот это было бы в интересах республики абсолютно правильно. Большая ответственность возложена на регион. Именно мы отвечаем за улучшение жизни людей, за качественные изменения в экономике и социальной сфере. Якутия всегда была, есть и будет частью нашей великой России. Мы многое можем и многое должны делать для успеха всей нашей страны. Свою важнейшую задачу я вижу в консолидации Якутия, в вовлечении всего общества в решение важных для всех нас вопросов. Убежден, у каждого жителя должно быть четкое понимание своего участия и вклада в развитие республики. Должна быть ясная перспектива своего будущего детей и внуков на родной земле. Для этого надо смело идти вперед, надо ставить большие цели, просто работать на обеспечение стабильности. Сегодня это значит идти уже по пути наименьшего сопротивления, который, как известно, ведет к стагнации и регрессу. Якутия может и должна стать одним из лидеров развития Дальнего Востока, всей России. Я в этом глубоко убежден. У нас для этого все есть. Образованные и очень активные люди – это наш уникальный человеческий капитал. Есть богатство недр, чистая живая природа, высокая культура, крепкие традиции, спокойная и дружелюбная атмосфера. Есть понимание значимости Якутии и поддержка со стороны руководства страны. Словом, есть все для роста благосостояния людей. Конечно, работать предстоит в жесточайшей конкуренции. В первую очередь за человеческий капитал, за лучшие умы, за лучшие кадры. В наших суровых условиях мы должны создавать все возможности для профессионалов, предпринимателей, инвесторов. Нам надо меняться.
Задачи огромного масштаба, поставленные Владимиром Ильичем Путиным, устаревшими стандартными методами уже не решить. Линию президента по обновлению региональных команд я воспринимаю как требование гораздо большей результативности управления. Непозволительная инертность и безответственность, желание оставаться в зоне привычного комфорта, непозволительно подменять каждодневный упорный труд во благо людей тоннами бумаг, огромными отчетами, вместо реальных дел заниматься восхвалениями в адрес друг друга. Профессионализм и честность – вот главные качества членов команды, которые будут работать на осуществление наших планов. Кадровые изменения, безусловно, предстоят. В администрации главы и правительства они уже идут. В соответствии с Конституцией Республики правительство продолжит исполнение своих полномочий. Но сразу хочу сказать, что точечные кадровые решения тоже будут исключительно с одной целью – это результативность и максимальная эффективность. Времени на раскачку у нас нет. Первоочередная задача сегодня – это восстановление жизнеобеспечения пострадавших от наводнения населенных пунктов, помощь каждой семье, каждому жителю. Мы должны сделать все, чтобы в короткие сроки без обвала и потерь завести грузы и войти в отопительный сезон. Уверен, что мы будем работать с правительством России, с федеральными министерствами по ликвидации последствий наводнения, в четкой координации с органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами. Не менее важная задача на сегодня – это преодоление непростой ситуации по исполнению государственного бюджета республики. Это первостепенная ответственность не только финансово-экономического блока правительства, но и всего состава правительства республики. Очень важным и необходимым считаем участие и предложения депутатов Государственного собрания и документ, органов местного самоуправления республики по проблемным вопросам госбюджета, которые сейчас достаточно серьезно у нас проявляются. Мы должны вместе оперативно выправить ситуацию, принять наиболее верные и эффективные решения, не допустить риска исполнения обязательств по ключевым сферам жизнедеятельности республики. Нашей общей главной задачей является реализация указа президента России Владимира Ильича Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Президент поставил очень высокие цели научно-технологического и социально-экономического развития России, создание условий для самореализации каждого человека. Демография и здоровая экология, высококлассная медицина, образование и наука, жилье и комфортная городская среда, качественные дороги, цифровая экономика, развитие производительных сил и экспортного потенциала, поддержка предпринимательских инициатив. Все эти 12 направлений развития, определенные указом президента, конечно же, безоговорочно важны для нашей Якутии. Надо оперативно провести анализ нашей реальной исходной ситуации, выработать свои конкретные предложения, свою дорожную карту действий и внести их полномочному представителю президента Юрию Петровичу Трудневу и представить правительство Российской Федерации для включения в федеральные программы и национальные проекты. Думаю, есть необходимость сегодня уже актуализировать стратегию социально-экономического развития республики на период до 2030 года с учетом новых общенациональных задач. В этой связи я жду предложения от Государственного собрания УТУМЭН, от Общественной палаты, организаций, от муниципальных образований и хозяйствующих субъектов республики. У нас должен быть четкий и ясный план, чтобы Якутия прошла в число российских регионов, которые по всем направлениям будут в лидерах и решат все задачи, поставленные президентом в 2024 году. Уважаемые коллеги, впереди, как сказал Егор Афанасьевич, у нас пик политического сезона, выборы главы республики, выборы депутатов Государственного собрания республики, глав и депутатов муниципальных образований. Считаю, что это очень серьезная задача – создать условия для того, чтобы выборы всех уровней прошли организованно, спокойно и в нормальной обстановке. Чтобы якутяне имели возможность избрать по-настоящему достойных людей, которые есть в нашей Якутии. Главное, чтобы не происходило разобщение людей, в том числе и по политическим предпочтениям. Мы все должны объединяться вокруг общих целей развития республики, работать вместе по улучшению качества жизни в Якутии. Я в своей деятельности продолжу руководствоваться принципами открытости, от которых никогда не отходил. Самые важные решения мы всегда будем принимать с учетом мнения и предложений населения. Для этого в республике сегодня есть все демократические институты, представительные органы, общественные объединения, профессиональные средства массовой информации. Надо только полностью отойти от формализма, избавиться от ненужной декоративности в отношениях с гражданским обществом. Это очень важно, потому что для достижения общенациональных целей, для решения задач динамичного развития Якутии, конечно же, важен талант, способности и энергия каждого ее жителя. Уважаемые коллеги, друзья, уверен, мы будем вместе работать целенаправленно, результативно, не кивая на обстоятельства и трудности.
Надо идти вперед со всей смелостью, задать новый темп позитивным переменам во всех сферах жизни нашей республики и ее жителей. Я для этого буду делать все, что в моих силах, опираясь на инициативу и энергию всех жителей нашей многонациональной Якутии. Спасибо. У вас будет очень много решений, очень много развилок, и надо будет найти правильный путь, чтобы вы нигде в пути не сбились и не заблудились нигде. Хочу вам вручить этот профессиональный конкурс. Церемония официального. Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, в связи с новым указом президента Майского, какие новые требования и задачи стоят перед регионом? Вы знаете, не ответить на ваш вопрос каким-то одним предложением, Александр Сергеевич мне эту тему перевод, но и показан из направлений, обозначенных в 2018 года Российской Федерации развития программы. Мы должны точно посчитать, какими мерами мы достигнем тех целей, которые поставлены местом России. Мы сейчас планируем эту работу организовать во всех субъектах, и до конца августа мы будем готовы. Вот в конце августа мы вам, но только не одним предложением, не в рамках пресс-конференции, а просто опубликованное решение расскажем о том, что происходит. Но все задачи, поставленные президентом, должны быть выполнены во всех субъектах Российской Федерации. Россия 2, пожалуйста. Здравствуйте. Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, прошлый глава республики Борисов с полностью территориального развития, да, такими проектами, которые были реализованы, в том числе с участием Петровича. Вот как вы думаете, все-таки будет ли ваше правление эффективным? Я уверен, что я сделаю все для того, чтобы наша республика Якутия, которая является самым крупным субъектом нашей великой страны, соответствовала этому статусу не только по размерам, да, но и по вкладу в развитие нашей страны. И уверен, что мы к 2024 году будем лидером по всем направлениям, которые определены, развития, по которым сегодня определены майским указом президента страны.